Знаете, я хотел бы, чтобы мы прочитали для начала одно место Писания. И моя проповедь, она будет называться «Обыкновенное чудо». Есть альтернативный вариант «Жизнь обыкновенного христианина». И вот знаете, вот сейчас, когда Алина пошла там по рядам со своим страшным микрофоном, и вот здесь на самом деле сработало вот тело Христово. И одна сестра, она провозгласила одно место Писания, это Евреям 11 глава 6 стих. И когда я шел вот на это собрание, у меня было какое-то, знаете, ощущение, что чего-то не хватает. Вот в том слове, которое я хочу говорить, чего-то не хватает. Но когда я услышал это Еврея 11:6, я понял, вот оно, это слово, которое мне так не хватало, чтобы вот этот пазл, вот это, знаете, камешек в мозаику, вот он пришел. Спасибо, сестра. Это было от Бога, реально. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Или в синодальном переводе верит, что Он есть, и ищущим Его воздает. И тот перевод, и этот, они очень мне нравятся, и они дополняют друг друга. И именно об этом будет сегодня моя проповедь. Я бы даже ее проповеди не назвал. Это такой, знаете, небольшой рассказ о моей жизни. Все, что я хочу сейчас рассказывать, мне хочется говорить, чтобы Бог прославлялся. И когда я стоял вместе с вами, пел песни, я думаю, и эта песня про меня, и эта песня про меня. Хочу хвалиться Господом сегодня. И вкусил, как благ Господь. Точно. Потом раз пошла песня, что был сокрушен, как развален. Думаю, так это ж про меня. Знаете, и так далее меня накрывало. Я думаю, ох, как хорошо, что я оказался на этом месте именно сегодня. И еще сегодня я буду рассказывать о своей жизни. Это было так прикольно. И я думаю, может быть, это прикольно сейчас продолжится дальше. И дальше вот это основание. Вот это именно то, что должно быть в жизни каждого христианина, то, что он должен переживать, видеть. И несмотря на то, что проповедь «Обыкновенное чудо» или «Жизнь обыкновенного христианина», можно сказать, что это жизнь необыкновенная, потому что жизнь христианина, она по определению необыкновенная. Она полна, знаете, того, чего нет у людей этого мира. Божьего присутствия в первую очередь, Божьих чудес, Божьей силы, Божьей милости. Тогда, когда ты недостоин, тебя накрывает Божья милость, и ты падаешь в сокрушении, ревешь, и ты вроде бы дядька здоровый, оплачешь. Оплачешь перед Богом, потому что не можешь ничего сделать перед Ним. И начну я, знаете, или вернее продолжу с еще одного места Писания, плач Иеремии, 3 глава, 23 стих. «Милость Господа никогда не иссякает, сострадание Его не истощается, они обновляются каждое утро, велика верность Твоя», говорит Иеремия. Такая небольшая предыстория того, что или с чего начинается эта 3 глава. И Иеремия вообще начинает, и он говорит: «Горе мне». И там идет перечисление его страданий, и перечисление того, в чем он сокрушен. И 22 стих, он говорит о том, что «но у меня есть надежда, и этим я ободряю», это мой вольный пересказ, «и этим я ободряю свое сердце». И вот чем он ободряет свое сердце. Он верит в то, что милость Господа, она не иссякает. Сострадание Его не истощается. В синодальном переводе там написано «милосердие Господне не истощается». Или «доброта Божья не истощается», потому что она обновляется каждое утро, потому что велика верность Божья. Велика верность Божья. Вы знаете, я до сих пор не понимаю, почему Бог меня спас. Я не был достоин. У меня не было, я находился в таком состоянии, когда вообще жизнь моя крахом, просто полным тазом, или как его там называют, медным тазом, да. Знаете, некоторые люди говорят: вот мы искали Бога. Вот, может, вы встречали таких людей? Я лично встречал. Тех людей, с которыми разговариваешь о том, как они к Богу обратились, как вот они стали христианами. Говорят: я искал Бога. Я только думаю, да, я вот не искал Бога. Не искал Бога. Можно сказать, Бог пришел, когда я находился вот в таком, знаете, состоянии аховом. Я был наркоман. У меня начинала крыша ехать. Я сходил с ума уже потихонечку. Знаете, и моя жизнь вообще все. Если я был раньше преступник, такой подающий надежды, да, я ходил вот так вот важно. У нас в компании было там машины, деньги и так далее и тому подобное. Я такой был молодой парень, но к 27 годам ничего этого не было. Была разрушенная жизнь, с кукушкой с моей было не в порядке. Я был настолько раздавлен этой греховной жизнью, что Бог меня реально просто
поднял и спас. Вот реально для меня это было спасение. Просто спасение. Вот я жил в дерьме, и я думал, быстрее бы уже сдохнуть, что ли. И Бог меня вытащил из этого. Бог меня спас. И я понимаю, что милость Господня, она не исчезла. Вот милость ко мне Господня, она явилась. И спасение, она как подарок незаслуженного, но пришло в мою жизнь. Хотя я кололся ужасно, мои дозы были настолько большие, что некоторые люди, которые, так вот, может, начинающие наркоманы или как-то, они вот моими вториками кололись. Например, чай. Чай заваривают, хорошо заваривают. Потом вот что остается, еще раз кто-то. Но первый раз очень хорошо, все, выжили. Я не хвастаюсь. Просто я говорю, некоторые люди, которые кололись моими вториками, они, называлось у нас, отъезжали, то есть они падали и были близки к смерти. Настолько была огромная доза у меня. И знаете, я просто сходил с ума. И Господь меня в таком состоянии взял и на одном из богослужений чудом, без всякой ломки, Он просто пришел и избавил. Это было... И знаете, когда я потом ходил, да, это слава Богу, на самом деле, это мощь, это сила и это милость в то же самое время Божье ко мне. Он спас меня вот таким образом. И когда я ходил, потом рассказывал, и тем люди, которые знали меня, вот, их было вначале много, когда я покаялся, но после того, как я им рассказывал Слово Божье, я вдруг узнал, что один умер, второй умер, третий там умер. Я думаю, ничего себе. Я не ощущал себя ангелом смерти, ни в коем случае. Я понимал, что Бог им давал шанс для покаяния. И вот эти ребята, они когда слышали, что Бог меня раз и чудом, вот без всяких ломок, без всяких больниц, без всяких там репцентров, Он избавил, они говорят, это точно чудо. Они не могли ничего сделать с тем, что Бог сделал в моей жизни. И вот так началась моя христианская жизнь. Человек, который ни разу не работал, однажды, читая Библию, увидел, что в послании к Ефесянам в 4 главе оказывается написано, кто крал впредь не кради, а лучше трудись, делая полезное, чтобы было из чего, послушайте, уделять нуждающимся. Сразу же не для себя жить, трудясь, а для кого-то. Бог меня смотивировал сразу же правильно. И вот поехал я устраиваться на работу. А надо же быть честным. Я же христианин, все. Для меня вот это была черная жизнь, а это светлая жизнь. Все. Это тьма, это свет. Для меня это был переход только вот такой. Не было каких-то, знаете, серых зон, там, не знаю, каких-то размытых и так далее. Черное, белое, все. И вот я поехал устраиваться на работу. В одно место захожу, в другое, в третье. Меня нигде не берут. Там где-то спрашивают, судим. Я, есть грех. Вот. Извините, там, всяческими путями, там, ты нам не нужен. Я прихожу домой, молюсь. Молюсь о работе. Мне Господь говорит, тебе сейчас позвонят. Я понимаю, что мне позвонят о работе, потому что я молился о работе. На самом деле, буквально там некоторое время проходит, в этот же день мне звонят и говорят, слушай, моя тетка говорит, слушай, у нас там грузчик, она работала в хлебном магазине, у нас грузчик в хлебном магазине, он уходит в отпуск, потом другой пойдет в отпуск. И возможно, кто-то из них вообще уйдет, так что приходи к нам и работай вместо них. По крайней мере, 2 месяца. 97 год. В нашем городе зарплаты не платили. Или выдавали их частично, с задержкой. Часть консервами, часть спортивными китайскими костюмами, часть крупами и так далее. Вот такое время. Я пришел на работу в этот хлебный магазин. 15 дней в месяц я работал. За эти 15 дней в месяц я получал столько же, сколько мужики на заводе как бы на бумаге получали. А я получал наличные деньги. На самом деле, просто я удивлялся, насколько Бог ко мне, вот знаете, как Он устраивает мою жизнь, как Он отвечает очень быстро. Реально люди-то не получают, а я получаю. Я тогда в библейской школе начал учиться, у меня было время, чтобы в библейской школе учиться. Это было одно из условий моей молитвы о работе, чтобы у меня было время учиться в библейской школе. И вот это время было. Что было дальше? Однажды, я просто некие такие яркие моменты из своей личной жизни просто расскажу. Однажды Бог мне сказал, вложил в мое сердце желание служить наркоманам. Но я тогда работал в одной коммерческой фирме, в которой я доработал до управляющего впоследствии, но в тот момент я был в процессе. И вот я работаю, там братья-бизнесмены, руководители, христиане, они бизнесмены, они руководят этой фирмой, я у них как бы работаю. Опять же, так же все произошло, я искал, а вот братья мне подзвонили и предложили. И аргумент был какой? Там же, Лех, зарплату-то задержат, а мы тебе вовремя будем платить. Я говорю, я подумаю. Хотя, что было думать? Вот я устроился и у них работал. Бог мне начинает в этот момент говорить о том, что мне надо служить наркоманам. А там был парень у нас, который тоже был наркоман. Он раньше меня в церковь покаялся. Я говорю, так он есть, да, Господь. Я начал торговаться с Богом. Давай пусть будет он. А я буду зарабатывать деньги и давать ему
деньги. Но все вышло иначе. Бог все-таки довел меня до такого состояния, что я понял, что это должен делать я. И вот так началось служение реабилитации. И в этом служении реабилитации я, могу вам сказать, видел разные чудеса, реальные чудеса, когда, знаете, денег особо не было, но деньги были всегда на то, что необходимо. Я видел, как хлеб, вот вы читаете там в Евангелии, да, то есть как Иисус накормил. У нас было, конечно, не в таких масштабах, но мы молились, однажды у нас деньги заканчивались, хлеб тоже заканчивался, причем у нас был хлеб и была икра, черная и красная. А когда некоторые люди из церкви приезжали, говорят, есть у вас что-нибудь покушать? Я говорю, да есть икра, только хлеба надо. Надоела эта икра. А там просто был у нас один человек, сын одного, или даже, вернее, пасынок одного бизнесмена, а у того бизнесмена были какие-то знакомые, которые эту икру ему баночками частенько посылали, и у него был ее переизбыток, и он вот эти банки, там, 2-литровые, 3-литровые икры привез нам, и они у нас в холодильничке стояли. И вы знаете, вот кушать, садимся, да, икра стоит в холодильнике, ее уже никто есть не хочет. Можете себе представить? Может, всем бы что-нибудь такое, там, мяска бы там какого-нибудь, там, рыбки, не знаю, там, что-то такое, там, курочки, и хлебушка нет. Молимся, их там вот буквально полбулки хлеба, там, ну, сели, там, у нас небольшая компания тогда была, человек 6, может быть, в центре. Мы только-только начинали, там, несколько месяцев, как мы двигались в этом. И вот мы молимся, Господь, там, благослови, размножь, садимся кушать, нарезали хлебушек, поели, собрали, чик, положили, все. И потом я осознаю, вы знаете, вот просто я осознаю, а он-то не кончился, хлеб не кончился. И знаете, вот такие вот чудеса, вы можете сказать, мелочь какая-то. Мы же, христиане, порой привыкаем к каким-то Божьим действиям, да, и только потом вот я тут, ё-моё, хлеб же не закончился. Вот знаете, вот это вот так вот было. Молились за всяких людей с туберкулезом, исцелялись там. Я даже пытался молиться за тех ребят, которые умирали в центре. И, знаете, вот я молился за них там, чтобы они воскрешали. И мне казалось, я прям сейчас уверен в этом, что что-то у них начинало шевелиться. 2 раза я так пытался так делать, вот, 2 раза там шевелился, и каждый раз приезжали, которые забирают трупы, и они прекращали Божье действие. Не удалось мне пока что видеть, вот как воскрешает Господь из мертвых людей, не удалось. Но я надеюсь, что это будет. И знаете, Бог реально вот исцеляет. Мы что-то делаем, потому что мы это делаем, потому что, ну так Слово Божье говорит, просто из послушания. К примеру, я в одну церковь приехал, там сестра одна ко мне подходит, Алексей, вы помните, вы за меня молились? Я вообще ни сестру не помню, что я за нее молился там вообще, что я что-то делал вообще в отношении этой сестры. Она говорит, она называет какую-то болезнь, я даже болезнь не запомнил сейчас, простите. Но болезнь довольно-таки серьезная. Она говорит, Бог же меня исцелил. Я говорю, да. И ты понимаешь, что здесь твое действие, это оно минимальное. Ты пошел просто в послушании, возложил руки, а человек здоровенький. Кому слава? И знаете, меня это радует. Когда вот этот фактор человеческий Бог, вот каким-то, в моем случае, по крайней мере, он убирает. Мне нравится, что слава, она Богу достается. Что люди, они Бога славят. И я могу рассказывать о том, как почему-то больше все-таки Бог исцеляет неверующих людей. Когда ты молишься за неверующих людей, 99%, что они исцеляются. 99%. С верующими чуть поменьше процент, потому что я думаю, все-таки там где-то верующие должны еще путь какой-то веры, процесс, не знаю, утверждения, укрепления в вере там проходить, и сами должны верою получать исцеление. Что было дальше? Я помню, когда я работал в этой фирме, у меня было нормально все с деньгами. Но когда я стал служить в репцентре, все то, что обещал старший служитель, ладно, 70% из этого не шмог. Поэтому денег, соответственно, я получал не так много. Я бы сказал, очень немного, потому что когда мы отдавали с женой десятину, коммуналку, знаете, что с остальными деньгами мы делали так. У нас уже был старший сын. На то время, когда я служил в репцентре, в 99-м году родился, я в 2001-м начал служить. И вот мы как сделали. Значит, хлеб я высчитывал все на калькуляторе. И вот так вот я подкалывал вот так вот бумажечку на эти денежки. Хлеб, макарошки, курочка, это вообще было. И, ну, там вот примерно вот так вот мы жили, там не до изысков было, лишь бы как-то выжить вообще. В мозг же нищета стучится, неверие. Находился вот под таким давлением. Ты же понимаешь, что тебе надо свою семью обеспечивать. У жены должно быть молоко, у сына должна быть еда, то есть дом как-то должен. А ты вот служишь и денег не видишь. И я однажды такой хожу и говорю, Бог, а я вообще так-то, я же не сам по себе все это начал делать. Ты же меня на это служение призвал, поставил. Ты мой работодатель, ты меня и обеспечивай.
произошел какой-то перелом в моих мозгах. С того времени мы как-то начали жить верой с женой. И это было чудом, это было незаметно. Где-то Бог нам экономил деньги, где-то нас благословляли, где-то что-то вообще каким-то образом все вот так вот крутилось, происходило, и мы живы до сих пор. Вот, и наши сыновья тоже. У нас и второй сын родился. То есть вот так как-то мы жили. Вот с того момента мы научились жить верой. И как вы знаете, в том фильме такое проклятие Папанов изрек: чтоб ты жил на одну зарплату, да? Я понимаю, я не жил на одну зарплату, однозначно. Почему? Потому что я же работник у Бога, Он мой работодатель, Он мой источник, и Он меня и обеспечивает. Поэтому то, что мне дают люди, это один момент. То, что я получаю как зарплату, этого недостаточно. Но то, что Бог дает, это всегда, знаете, щедро, по-божьему. Такие благословения. Служили мы в репцентре, чему-то научились жить верой в финансах. И когда я передавал репцентр, у нас было свое здание, 440 квадратных метров. У нас были проекты для ремонта этого здания. Были люди, которые хотели это, поддерживать это служение, то есть своими деньгами. Вот. И там была команда служителей, был народ, там, не знаю, там 25, сколько там, я не считал особо, там 20-30 человек было в центре. И я передал это служение и ушел служить в церковь. Вот я просто видел, что служение, вот оно дошло до такого момента. Хотя был такой случай, когда в репцентре остался я один и один реабилитант. И я плакал перед Богом и говорил: Господи, что это такое, я вообще не понимаю, что происходит и так далее. Я жаловался, а Бог говорит мне: если будешь веровать, увидишь славу Божию. Я продолжаю дальше плакать, молиться. Бог говорит мне: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Тут я все понял. Знаете, вот прямо из Библии Бог со мной говорил на синодальном языке. И потом, вот, как я сказал уже, мы передавали репцентр, который был вот в таком развивающемся, хорошем состоянии. Начал я служить в церкви. И вы знаете, когда ты служишь в церкви, тебе тоже не всегда есть время, там, чтобы где-то ты мог еще где-то подработать или заняться какой-то коммерцией. Разные бывают моменты в жизни. Ты служишь просто. Ты верно делаешь то, к чему тебя призвал Господь. Ты просто делаешь то, что должен делать. И даже порой бывают времена, когда то, что ты делаешь без настроения, можно так сказать. У меня был период такой в жизни, когда не было, если раньше была радость от служения Богу, если была какой-то вот энтузиазм и так далее, а был такой период вот совершенно недавно, но неохота это делать, но нет радости. Вот ты просто продолжаешь это верно делать, без радости, без каких-то эмоций особенных, просто верно делаешь то, к чему тебя Бог призвал. Верный человек богат благословениями. Бог отмечает верность, пусть даже вот такую, когда ты не чувствуешь вот этой радости от того, что ты Богу угождаешь и ты делаешь Божье дело. И мы приехали с друзьями в одну церковь и там служим, причем я не был там центральным спикером, я был, так сказать, просто за компанию приехал, там что-то делал, там помогал и так далее. И вот мы, когда находились в этом городе, звонок, сидим, общаемся вечерком, вот в квартире, которую нам там сняли эти ребята из церкви, сидим, общаемся, звонок, приходят служители с той церкви, муж с женой, и такие: Алексей, мы хотим тебя благословить. Я такой: спасибо вам огромное, ребята. Они дают мне конверт. Чик. Я: спасибо большое, там, вы точно, да, знаете, что это от Бога? Они: да. Я говорю: хорошо, спасибо, все, они уходят. Они мне сказали: вот, возьми, там, свою машину продай, купи другую. Я: да, хорошо, спасибо. Я вообще не предполагал, сколько там денег. Хорошо. Они ушли. Брат, который со мной был, он такой говорит: посчитаем. Я говорю: да что считать, потом посчитаем. Я говорю: хочешь считай. Он раз такой достал эту пачку. Когда он доставал, я смотрю, что там пачка пятитысячных. Я такой: мне тоже стало интересно. Это я просто как-то не ожидал, просто это было неожиданно все. Дали 200 тысяч. Я не знаю, сколько это. Примерно там 2 800, около $3000. Вот так, чтобы деньгами мне дали вот столько денег за раз, еще не было такого. Не было такого в моей жизни. А я и машину-то менять не хотел. Вообще, то есть я не предполагал, езжу. То есть я такой человек не совсем притязательный в этих вещах. Думаю, машина есть, иностранная машина ездит. Иностранная, денег много не надо, не тратила. То есть экономичная машина, раз ездишь и все. Так вот, когда они дали мне эти, значит, денежки, это подтолкнуло меня к тому, чтобы, что-то надо менять. Дали же деньги. Я их еще раз потом спросил, говорю: точно вы знаете, что это от Бога? Они: от Бога, Алексей. И это меня заставило немножко напрячься и начать искать Бога
в этом. Еще забыл одну вещь рассказать такую, которая была перед этим. Я молился и о финансовых благословениях, и я говорю: Бог, я просто хочу, чтобы ты открыл новые каналы. Вот я прошу, открой вот новые каналы благословения для моей семьи. Сверхъестественные какие-то, знаешь, неожиданные, как сюрприз, чтобы приходили в жизнь. И когда этот сюрприз пришел, я даже не понял, что это тот сюрприз, о котором я молился. Вот мы порой вот такие вот люди. Заслуживаемся, заработаемся в какой-то рутине, там, погружаемся, когда радость жизни теряем. А Бог раз в этот момент, Он остается все равно верным. Он остается все равно любящим и благословляет тебя ни за что или за верность. Даже непонятно. Порой то ли верность, то ли милость. То ли и то, и другое, что скорее всего. Чтобы купить эту машину, мне не хватало денег. Даже если бы я начал смотреть, я понимаю, что цены на рынке изменились, и чтобы купить что-то более выше классом, там, поинтереснее, надо еще денег добавлять. Ну, я же молюсь, чтобы Бог открывал эти источники, благодарю Бога там и так далее. А Бог раз и наследство дал. Моей жене, у меня богатая наследница. Хлоп, и купили. Жена еще говорит: да давай подороже возьмем машину. Я говорю: не, у меня как-то веры не хватает на подороже. Давай вот эту возьмем. Она, причем обоим нам нравится такая машина. Вот, мы ее взяли, потому что наследство пришло, потому что те 200 тысяч, потому что эту машину я отдал. И вот так вот мы купили другую машину. И спрашивается, вот не хотел человек вообще, но Бог захотел меня немножко подопнуть и продвинуть куда-то подальше. Сказал: ну не гоже твоим друзьям приезжать и ездить в такой машине, давай другую тебе купим. Ну и мы, как говорится, вместе с друзьями тоже радуемся. Вот помните, как в Библии там есть такие истории, как Иаков, там вот эти пестрые, там овцы с козами, там с пятнами, которые там вот какую-то идею дал. Вот кто-нибудь попробуйте сейчас так сделать. Прокатит? Нет, я вот не знаю. Сработает этот метод? У Иакова сработал. Или Иисус там говорит одному из учеников, который рыбак был: иди, закинь удочки, поймаешь рыбку, у нее монетка во рту. Вот кто-нибудь так вот пробовал? Вот было такое? Пошел ты рыбачить, поймал, там слиток золотой. Просто я к чему это все говорю? У Бога реально есть неожиданные и новые каналы благословения для нас с вами. Потому что Бог, Он верный. Бог, Он есть, и ищущим Его воздает. Ты не можешь быть верным Богу, если ты не будешь Его искать. Ты не можешь видеть воздаяние в своей жизни, если ты не будешь прибегать к тому, от кого приходит это воздаяние. Ты не можешь это видеть в своей жизни, если у тебя не будет хороших отношений с тем, кто протягивает руку, чтобы или спасти тебя, или проявить доброту к тебе и помиловать тебя, или подкрепить тебя, или благословить тебя, что тоже порой бывает подкреплением в каких-то ситуациях, и ты понимаешь, что Бог все равно имеет тебя в виду, и Бог все равно смотрит на тебя, Ему не безразличны твои нужды, Ему не безразлична твоя жизнь, Он знает все о тебе, Он знает все нюансы, и Он готов тебе помогать с щедростью. Порой мы просто сильно надеемся на свои силы. Порой мы, знаете, такие люди, которые вот они готовы трудиться и так далее. Вы видели, может, таких людей? Я видел таких людей, которых хочешь благословить, не надо. Я сам был таким человеком. А знаете, меня через кого обламывал Бог? От Бога лично я нормально. Или от каких-то бизнесменов в репцентр, чтобы они благословили. Нормально. Но одна сестра появилась в моей жизни. И она начала меня благословить. Я такой, первый раз, когда она меня благословила, я говорю: не, сестра, не. Она: что такое? Я говорю: ты сестра, ты женщина, я мужчина. Негоже мужчине от сестры. Ну да. Ну, осталось там, в то время осталось что-то от прошлой жизни там и так далее. Вот, негоже, сестра, ты мужчине что-то принимать. И Бог, вот знаете, порой нашу гордость вот какими-то такими вот путями начинает обламывать. Причем каждому человеку у него есть свой ключ, каждому сердцу, к жизни каждого человека у него есть свой путь, свой способ, свой метод. Вот меня через эту сестру Бог обламывал. Чтобы я научился не надеяться на то, что я сейчас пойду. Ну, Бог же трудящихся благословляет, правильно? То есть вот надо работать. И это правильно. Но Бог Отец. Ему нравится дарить подарки своим детям и их радовать. Моя жена прилетела туда домой, уже дома там. Вот, и она там привезла и сыну подарки. Мой сын пишет: папа, спасибо тебе большое. Все подошло, все так классно. Там. В этом случае он не заслужил. Ну, как бы ничего пока такого не сделал. Просто он учится, работает. Вот, и готовится поступить в институт. Но пришло, и это вызвало у него благодарность. И знаете, вот благодарность – это очень хорошая штука. Я лично в своей жизни научился, и еще, наверное, буду учиться благодарить даже за самые негативные моменты. Вот были такие случаи в моем служении, вообще в моей жизни. Денис с Алиной, они тоже были участниками этих событий, очевидцами, когда тебя предают, когда люди просто подло поступают. И ты такой сидишь и думаешь: Господи, он же был моим другом.
Он в мой дом приходил, он ел, пил. Это задаешь вопросы и говоришь, Бог. И вдруг я понимаю, когда вот я в очередной вот так вот, ну, как-то Богу как-то высказываю какие-то претензии, что происходит, что-то я не понял и так далее и тому подобное. Я вдруг понимаю, а как Иисус, он любил тех, кто его ненавидел. И я понимаю, а как ты сердце Иисуса приобретешь? Помните Филиппийцам 2 глава? Чтобы у нас были такие же чувствования, как и у Иисуса Христа. И я понимаю, а как я такие же чувствования, как у Иисуса Христа, приобрету, если меня никто не будет предавать, никто будет подло со мной поступать, никто не будет больно мне делать. Я никогда не смогу любить хотя бы чуть-чуть так, как Иисус. Я никогда не смогу прощать так, как Иисус. Я начал благодарить. И тут у меня открылось. Свет Божий пришел. Я понял. Я говорю, Господи, спасибо тебе за эти ситуации. Я понимаю, что сейчас я хоть чуть-чуть могу иметь те чувствования, как у тебя. Апостол Павел вообще говорит, что я хочу, говорит, и смерть разделить. Думаешь, человек, ты о чем? О чем говоришь? Вот представьте, дошел до такого состояния, что хотел даже смерть принять, чтобы разделить страдания Христа. И ты думаешь, вот это гигант. А тут тебе чуть-чуть сделали больно. Тебе надо прощать. Правда ведь? Ну, Библия же говорит нам, прощайте. Так не хочется. Ну, будем честны, так не хочется порой. Но ты понимаешь, что нет другого пути. Или ты послушен и верен Божьему Слову, или ты, как осел упрямый, будешь на своем стоять и противиться Богу. Знаете, Господь в разных ситуациях работает с нашим сердцем. Он же полнота, наполняющая все у него столько граней. Мы лишь немножечко узнали о нем. То ли еще будет, братья и сестры, друзья дорогие. Что нам еще предстоит, чтобы в своей жизни пережить, увидеть, чтобы Бога познать побольше, чтобы к Богу приблизиться. В эти моменты я понимаю, что благодарное сердце – это один из важных ключей. Помните ту историю 10 прокаженных? Они кричали там, Иисус, там, наставник, помилуй нас и так далее. И он говорит, идите к священнику, покажитесь. Когда они шли, все 10 исцелились по дороге. Но один вернулся и благодарил. Говорил, Господь, спасибо тебе. Ну, это опять же мой вольный пересказ. И это был самарянин, не иудей вообще. Вы знаете, я порой такую вещь увидел, что порой неверующие люди благодарны нас, потому что мы порой настолько привыкаем к Божьей доброте, к Его благоволению, что считаем это, как бы, знаете, само собой разумеющимся. Благодарное сердце. Вот что нам важно и необходимо. Я помню, однажды я на Новый год попал в церковь, я тогда был начинающий служитель, и мы стали так кругом, у нас была такая одно время привычка, такая традиция, встречать вот эти 24:00 в молитве, и мы стали молиться, и микрофон стали передавать вот по этому кругу. Я думаю, если мне сейчас микрофон придет, за что я буду вообще Бога благодарить? И вдруг на мгновение вот тот мир, который я получил, когда Бог меня спас, он исчез. Я просто не могу описать словами, какое это было страшное, темное состояние. Это на мгновение. И вдруг мир Божий обратно вернулся. И я сразу же все вопросы отпали, все умные мысли, о чем Бога благодарить. Сразу же это полилось рекой. О чем Бога благодарить? Благодарное сердце. Я знаю, что человек с благодарным сердцем, он увидит еще больше славы Божьей. А я понимаю, что Господь нас призвал именно к тому, чтобы мы имели участие в Его славе, в Его святости и в Его славе, чтобы мы просто погрузились в эту славу, ходили в ней, и чтобы эту славу мы распространяли в этом мире.